Так, еще микрофон. Так, ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Добрый вечер, Владимир. На Мальдивах? Нет, не на Мальдивах. Ва алейкум ассалам, Савош. Страсбургер Савош. Маш Доул, Шумасу, Шадеша. Добро пожаловать. Я минутку-две подожду и начну. Ва алейкум ассалам, Шамахи. Брат из Азербайджана. Так, я сегодня выставлял анонс на 20:15, прямой эфир. У меня тут появились несколько тем, вот решил высказаться. Манфред Вульф, Анзор война вас дахелхан цашиди халх Украина шей Мансури группер. Далде калбойлыш, далде калбойлы. Аллах о дуэльса масана. Аллахлары бойлыш. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Месть. Маршдо. Так, аминь Аллах, аминь. Шишани маш шух доил. Маш доил. Ну ладно, начну я. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех. Вот, появилось несколько тем, и вот решил сегодня высказаться по этим темам. Коротко и, как я тут написал в анонсе, о важном. Я знаю, что многим эта тема будет интересна, потому что я видел тут, читал в комментариях, люди задают вопросы. Вот. Сейчас я озвучу эту тему. Ва алейкум ассалам, маш шудола. Ва алейкум ассалам, алейкум. Алхамдулилlah, курок. Дик душа дайга. Ну вот, как я сейчас сказал, в последние вот дни мне поступают такие вопросы, люди связываются, спрашивают в комментариях, тоже я читаю. И вопрос такой задается мне: выходил ли со мной кто-нибудь на связь? Ну, это намек на то, что там уже мемы пошли разные о деньгах, там об Башире каком-то и так далее и тому подобное. То есть как-то пытается связать мое имя со всем этим делом. Я раньше в эфире говорил, что я абсолютно не касаюсь этой темы и далек от этой темы. Вот. И люди, не знающие меня, могут говорить такое. Или же противники. Вот если вот я раньше воспринимал все это как бы, и такие вопросы как бы несерьезно, не всерьез, то сейчас вот все равно невольно задумался.
И вот думаю, а вдруг люди в шутку или всерьез вот задают такие вопросы, как бы неприятные вопросы. Но в связи с последними событиями, всеми известными, вот, я все-таки скажу, как есть. И начну с того, что с 2019 года со мной действительно пытались связаться люди из окружения Кадырова, не какие-то там баширы и так далее и тому подобное. И разного рода предложения были вот, от этих людей. И скажу так, что люди со мной напрямую не связывались, вот эти, о ком я говорю, из окружения Кадырова, а вот передавали именно через посредников. Через посредников. И за все это время, более 20 лет прошло, как все это продолжается, их террор, их диктат, вот, русско-кадыровский. Вот, я за все это время ни с одним из них не разговаривал, и не собираюсь. Когда мне как-то передали, что ты, Анзор, должен в течение 48 часов позвонить на такой-то номер, а это был номер Даудова, то я послал их куда подальше. И там ставили ультиматумы. Родственников убьем, что они знают, где моя сестра, где моя мать находится. Как будто я их всех скрываю. Вот. Я их послал подальше, куда следует. У меня своя четкая позиция по этому поводу, насчет этих предателей. Вот. И эту позицию держу, и буду держать. И вот эти предложения, о которых я говорил, которые поступали, вот скажем, до 2019-2020 года, действительно были серьезными предложениями. Вот. И, как я сказал, тут уже пишут, и, как я сказал, это были люди чуть повыше, чем этот Башир. Поэтому я не такой, я борюсь не за материальное, я человек идейный, вот, стою на своей позиции, никто меня не купит, никто меня не испугает или не напугает. Вот. Если бы у меня действительно вот, болела голова за что-то материальное, то, ну, наверное, я жил бы намного лучше, чем сегодня, к примеру. Да, вот из-за своей такой четкой, твердой позиции мне приходится как-то где-то все-таки прижимать, зажимать в некоторых местах, и все то, что я, к примеру, трачу из своего кармана, нет у меня никаких финансистов или вот таких вот каналов, из которых я буду получать что-либо. Моя цель сегодняшняя – это помогать вместе, хотя бы символическую сумму получил бы. Бах, ну да, вот, знаешь, мне сегодня тяжело говорить о таких вещах, но я думаю, что все-таки надо сказать такое. Я бы сейчас называл бы фамилии, имена, кто вот болен этой властью, кто болен этими деньгами и готов сделать все, чтобы прийти к власти, даже ценой нашей молодежи, которых они хотят бросить в самое пекло войны. Молодежь того народа, которая испытала на себе 2 войны. Шамахи, Анзор, жизненная практика показывает, что никому доверия нету, в любое время может быть нож в спину. Нож в спину получить, знаешь, это еще ничего. Ну, какой-то подлец подойдет там, ударит тебя ножом в спину.
Но у этих подлецов есть другие методы, самые такие извращенные, которые они применяют. Так, Саваш, они хотят купить молчание. Пускай постараются. Нигде никто не услышит, чтобы я опустился бы до такого уровня, чтобы замолчал, или чтобы кто-либо меня там испугал и заставил замолчать. Знаете, мы все одинаково дали такую большую цену за все это, что ни один из нас не имеет права вставать на путь предательства, на путь молчания. Вот. Главное держать свою позицию. И вот есть и другие люди. Я их прямо все скажу, как есть. Это люди окружения Закаева, которые там строчат разные комментарии, какие-то видео, там что-то снимают, пытаются, знаете, втянуть меня в какую-то историю, грязную историю. Вот. Даже открыто пишут, что якобы я получал какие-то деньги. Месть, как ты пишешь, вот, там, символическая, не символическая, без разницы. Якобы я тоже в этом деле. Вот. Я не Закаев, я не кто-либо другой, который болен властью или болен деньгами. Вот. Так что они, наверное, судят по себе, скорее всего, как я думаю, как я вижу. И эти подлецы и негодяи, которые пишут вот такие комментарии, создают разные видео, там, судят по себе. Это такие, кто может оскорблять женщин, знаете, писать какие-то лживые вещи о других людях, наговаривать. Мы не из таких. И на этот уровень не упадем. Руслан, валикум салам, Саваш, из Галайчу. Брат Анзор, расскажи про разборки твоего отца, великого сына войнавского народа Руслана Масхадова, в 96-м с Басаевым вроде поссорились. Кадыров тоже там был. Никаких разборок между Масхадовым и Басаевым не было. Не было. Насчет Кадырова, да, он подстрекал чеченцев к внутричеченской войне, то есть в угоду русским. Месть, это стало им на руку. Да, им это на руку. Шишани, Анзор, как ты считаешь, Тумсо правильно поступил или нет, взяв деньги с Башира? Я не знаю, это его дело, поэтому лучше этот вопрос задать Тумсо, но я отвечу лишь за себя. Вот. Скорее всего, лучше так прямо скажу, я бы не взял бы какие-либо деньги из рук таких мерзавцев, как Кадыров и его окружение. Даже вот там могут как-то говорить ради дела там, и так далее. Даже в этом случае тоже. Пускай умер бы я в нищете, но все равно на такое не пошел бы. Так. Умар Дадаев, Тумсуас ин ходдан резваться, то есть ты недоволен тем, что сделал Тумсо. Я еще раз повторяюсь, я не Тумсо, этот вопрос задать лучше ему. Я сказал свое мнение, что я бы так не поступил бы. Не поступил бы. Да, там Закаевцы пытаются что-то сказать, что якобы я тоже там взял какую-то сумму и так далее. Мне просто хочется послать всех к черту, кто так говорит. Вот что я скажу. Подлецы. Они по себе судят.
Кстати, еще подчеркну, как-то в декабре, да, действительно, я выступил и сказал, что наш брат убит, Тумсо. По своим разным каналам я много раз связывался в самой Швеции, а также с несколькими организациями, которые действительно подтверждали эту новость и чуть ли не клялись этим, что вот якобы эта новость действительно такова, что Тумсо убит. И да, действительно, я сказал такое, а потом сделал новое видео и сообщил, что это неправда. Каждый может ошибаться, все люди ошибаются или там могут как-то быть, доверять кому-то слишком сильно, быть чуть-чуть даже наивными. Вот. Но, алхамдулилlah, он жив-здоров. А то, что пишут и говорят, это люди Закаева, окружение Закаева, которые действительно хотят, чтобы со мной что-то случилось, чтобы с Тумсо что-то случилось. Это было видно по их лицам и по их выражениям и комментариям, когда они там говорили, когда Тумсо исчез. Вот, это было видно. Они радовались. Муслимбой, а вы где? Я абсолютно свободный человек, я в любой стране. Могу поехать куда я захочу и что я делаю. Ислам. Ахмад Хаджи — это герой чеченского народа, пишут. Нет, это герой российского народа, России, но никак не герой чеченцев. Это предатель чеченского народа, враг чеченского народа. Алейкум ассалам, ва баракатуху. Шамахи, Анзор, как относишься к Хасану Халитову? У меня с ним хорошие отношения. Мы с ним несколько раз разговаривали и никогда не встречались. Ну вот, в последнее время тоже видел вопросы, чем я занимаюсь. Я еще раз повторюсь, что я отошел от всех организаций, от групп, от лиц. Занимаю сегодня твердую свою независимую позицию, так же, как это делал раньше. Да, вы могли меня когда-то увидеть Закаевым, это было давно. Когда-то могли видеть, там, скажем, с Джамбулатом Сулеймановым или там, с другим, встречался с другими, там, работал с другими и так далее. Но сегодня я решил действовать в одиночку. На то есть веские причины. Я об этом раньше говорил и сейчас могу более так раскрыто сказать. Я такой человек, что говорю прямо на самом деле. И говорю как есть. Я не люблю врать. И не люблю, когда мне врат. Я не вижу сегодня людей, которые действительно задумываются о нашем народе. И не вижу людей, которые действительно хотят стоять на нашей идее. И вижу в основном тех, которые борются за власть и готовы сделать все возможное, самое грязное, самое такое отвратительное даже, чтобы прийти к этой власти. Более того, и даже готовы использовать нашу молодежь ради достижения своих целей. Даже бросить в любой конфликт, любое пекло, лишь бы продвинуться, как бы поднять свой рейтинг в нашем обществе. Вот. И скажу, как-то помню в интервью в Интерфаксе, это было в Украине, в Киеве, я выступил, что мы находимся в таком политическом кризисе,
что всех наших лидеров убили, избранных лидеров, или же которые приходили по Конституции нашей. То есть получается так, если убили лидера, то вместо него становится вице-президент или заменяющий его. Вот как это шло. И в своем интервью в Интерфаксе я озвучил то, что есть на самом деле, не соврал, как есть, сказал, что нет у нас сегодня лидера, и лидер будет тогда, когда его изберет народ. То есть как есть. Закаевцам это не понравилось, это было в прошлом году, и они начали атаковать меня. Атаковать, используя все грязные методы, подобные тем методам, которые использует Кадыров. Представляете? Это нападки на моих родственников, нападки на мою семью, нападки на мою мать. Я об этом много раз говорил. И они продолжают это делать. Продолжают, используя всяких таких сомнительных личностей, как там Ломаев Муса, у которого непонятно, где находится лицо, спереди или сзади. Вот. Приветствую, Анзор и чат. Долгое время отсутствовал. Тоже приветствую. Почему Закаев себя представляет от лица Нохчи народа, как бы он уже президент? Ну, он даже смеет себя называть главнокомандующим. Как-то да, он начал говорить, что главнокомандующий, а потом начал использовать такую формулировку, что он там исполняющий обязанности главнокомандующего. Нет, это позорно даже звучит, чтобы наш главнокомандующий где-то жил в Лондоне или там в Берлине, Вене. Все наши главнокомандующие находились на нашей родной земле и оттуда не уезжали, не сбегали под разными причинами. Все наши главнокомандующие были убиты на нашей родной земле в войне против русских оккупантов. Вот такова наша история. Бесценная. Лон Вульф. Наш главнокомандующий должен жить в Норвегии в джунглях. В Норвегии джунглей нету, там хвойные леса, так что учи географию, природу. Вот. И еще насчет своей деятельности. Насчет деятельности. Чем занимаюсь сегодня? Да, есть проекты, есть разные проекты, с которыми я вот работаю, занимаюсь. Потом следующее, это всяческое стараюсь как-то помочь нашим бойцам, которые находятся в Украине, которые воюют в Украине с 2014 года. То есть разного рода деятельность. Стараюсь этим бойцам помочь. Месть Хусейн оказался не таким уже и глупым. Ну, я примерно знаю, о котором Хусейне, тот Хусейн, который был в Украине. Я как-то с ним общался еще в начале. И он действительно, так мне показался, человеком таким сердцем, да, с хорошим сердцем. И потом я поменял свое мнение на самом-то деле, когда он стал рядом с Закаевым, видя все то, что он делает. И не надо быть таким наивным, глупым, чтобы
не видит то, что делает Закаев. Анзор, какие книги посоветуете годных? Брат, скорее всего, лучше учи язык. Арабский язык, какие еще там международные. А книги можно по своему выбору уже искать. И далее вот насчет тоже деятельности. Я знаю, что людям интересно, меня спрашивают это, чем занимаюсь и так далее. Да, все свободное время я уделяю для нашего общего дела. Это общение, встречи и разные проекты. В последнее время, в этом году и в конце того года, я уже активно начал делать все возможное для нашей молодежи, которая убегает сегодня из нашей республики из-за этой могилизации. То есть работа с молодежью там, в Баку, Турции, Хорватия, Грузия. Вот. Для меня сегодня ставлю такую цель перед собой, хоть как-то помочь этим людям советом или чем-то другим, вот, чтобы они смогли избежать вот этой абсолютно ненужной нам войны. Лоун Вульф, ты можешь что угодно писать тут. Сейчас, секунду. Лоун Вульф, ты можешь что угодно писать про него, восхвалять его, используя разные прилагательные красивые слова. Вот ты пишешь. Одно есть, сколько бы вы про него в соцсетях, по каналам не говорили, всякого, но про вас он публично ничего такого не говорил, этот Закаев. Это делает его намного лучше на вашем фоне. Я понимаю, но это возможно было бы, если бы это было бы правдой. Да, я это говорил публично, я говорил это Закаеву тоже. В прошлом году, где-то в ноябре месяце, в октябре месяце, кажется, это было. Я Ахмеду говорил, что мы с ним разговаривали по телефону, и когда он мне сказал, сейчас, секунду, и вот в прошлом году, в октябре, когда мы с ним разговаривали по телефону, Ахмед мне сказал, вот я никогда про тебя ничего плохого не говорил. Ведь так или нет, он спрашивает у меня. Я говорю, да, ты прав. Ты никогда ничего плохого в мой адрес не говорил. Но ты настолько хитрый, что у тебя есть люди, которые находятся рядом с тобой, у тебя есть эти группы людей, и в основном твои родственники, которые делают эту работу, оскорбляют других людей, женщин, всех якобы твоих конкурентов. Вот. Они делают это за тебя. Вот так я ему сказал. Так что вот так. Открывают разные каналы, там разные, там пишут разную чушь, оскорбляют женщин, вот. Выставили мой автомобиль, представляете, ходили по пятам, там, снимали меня, сняли мой автомобиль, на котором я передвигаюсь, там, и хорошо даже подошли, хорошо засняли номера моего автомобиля. Я говорю, какая разница мне сегодня, что Кадыров, что Закаев, если они вот становятся такими подлыми, совершают такие подлые поступки. Для меня абсолютно никакой разницы нет. Так что, Лон Вульф, я знаю очень много. Я говорил тут
что Закаев трогал деньги, которые направлялись нашим муджахидам, чеченскому сопротивлению. То есть брал эти деньги. Я это сказал открыто, показывая себя, и меня люди знают, я имею в виду имя, фамилию. Но никто с тех пор, никто со мной не связался и не попытался даже разобраться в этой ситуации и сказать: нет, Анзор, это неправда, давай вот выясним, у тебя факты есть. Вопрос не поставили такой, никто со мной не связался. Да, я говорил, выставлял такое видео, где я говорил, что Закаев подделывал документы, и еще, кроме этого, подделывал указ президента, пытался подделать указ президента, где он там ставит себя вторым человеком в республике. В то время все были живы. И Масхадов был жив, и Басаев, и Садулаев. Многие были живы. Это начало 2000-х. Но с помощью Аллаха так получилось, что эта бумага не прошла. Я оказался в правильном месте тогда. Это было ночью в городе Стамбул. И вот сегодня Закаев проглотил это все, ничего не говорит про это. Так что те люди, которые сегодня рядом с ним стоят, совершают эту грязную работу, наговаривая на мою мать, на других женщин, у них должна включиться совесть. Тут subscribe and like Анзор хотя бы в открытую это делает, а не так, как некоторые. Я еще раз скажу, повторю свои слова. У меня не то воспитание, не такое, как у них. Меня воспитывали не врать, не бояться, говорить правду. Вот как меня воспитывали. А вот те люди, подобные там Ломаеву Мусе, у которого непонятно, где лицо, спереди или сзади, вот, опух весь, как Кадыров, на него похож стал. Вот. Такие могут совершать всякие подлые поступки, писать от имени женщин, там всякое. Но такие большинство вот, из окружения Закаева, именно которые рядом находятся, ему подобные. А так я знаю очень хороших, достойных людей, которые действительно, как я вижу, обманулись ему его громким речам. Вот. Семь СС. Вы как собаки лаете друг на друга, говорят. Пишут. Представь себе, если 20 лет я терплю разные нападки. Сначала нападки Кадырова, да. Я Кадырова там могу размазать, ну так, довести до инфарктного состояния, там, этот ушлепок уже на таблетках сидит. Ну, может быть, я довел, может, кто-то другой довел. Ну, в общем, скорее всего, похоже, что мы его довели до этого состояния. Вот, сначала пошли кадыровские нападки на моих близких, на меня, а потом пошли нападки со стороны вот этих Закаевых и ему подобных и так далее. Поэтому я говорю, имея полное право это говорю, какая для меня разница, что Кадыров, что этот и другие. Месть. Сейчас, секунду. Как ты думаешь, Анзор, почему Хусейн покинул Ахмета?
Ахмета Закаева, ну, как мне кажется, скорее всего, он увидел, вот, воочию увидел, узнал, кто такой Закаев, что он из себя представляет. Фридом Ичкерия. Я хотел бы спросить, что нам делать? Честно говоря, Закаев опасен для чеченского народа и также для других тоже. Что же нам делать? Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Все-таки, знаете, у нас опыт огромный. Мы испытали на себе 2 войны. И послевоенную ситуацию трудную испытали на себе. Мы видели очень многое. Всякие провокации от предателей, от там, русских оккупантов и так далее. Но все равно мы как бы или разучились, или не можем понять, кто есть враг, кто есть лицемер, кто есть лжец или аферист. Нужно разобраться в этом. Нужно сначала разобраться в себе, в первую очередь. Кам Виск, ты думаешь, что Тумсо поступил неправильно? Сесть он кинул Кадырова. Сеть он кинул Кадырова. Ну, в общем, я не говорю за Тумсо, я не говорю за других людей. Тумсо сам должен ответить на этот вопрос. Ему будет легче ответить на этот вопрос. Я сказал за себя, что бы я сделал. Потому что некоторые подлецы пытаются использовать мое имя, якобы я там символическую или не символическую сумму где-то взял. Я никогда в своей жизни не возьму ни рубля, ни евро, ни доллар у этих подлецов, у предателей чеченского народа. Не возьму также какую-либо сумму у врагов чеченского народа. Я сказал за себя. Аферист Шулер. Шулер, да? Шулер, кажется. Почему вы ошиблись насчет смерти Тумсо? Ну да, я ошибся. Даже это не ошибка была, а доверчивость все-таки, да. Потому что я поверил некоторым людям. Я не буду называть их имена. Я думаю, что я уже называл их. Так что будем повнимательнее. Благодарю за совет. За Жамбулата я тоже говорить не буду. Да, я сегодня отошел от Жамбулата и от других отошел, потому что мне сегодня легче так, как я это делал всегда. Да, и этот факт закаевцы там пытаются использовать, якобы там он отошел. Да я от Закаева давно отошел, потому что увидел, кто он есть на самом деле. Какое-то время, да, действительно верил, что может что-то есть здесь, кто-то есть здесь, который действительно вот, думает о народе, думает о нашей молодежи, четко, твердо стоит на позиции, на идеи нашего народа. Но я этого не вижу. Чечен, Анзор, значит, ты не с единой силой, то есть с организацией. Но я уже несколько раз это сказал. Если я не вхожу в какую-то группу или в какую-то организацию, то есть имеется в виду, я не вхожу ни в какую организацию. Анзор, вас просят посмотреть личные сообщения в Instagram. Subscribe and like. Посмотрим. Шамахи. Анзор, а есть доверие исламу Белокиеву? Ислам хороший парень.
Оля, Анзор, да, что это вообще за название правительства в изгнании? Кто их изгонял вообще? Но им самим не смешно? У нас в истории, ну это позорно звучит для нас, исходя из нашего менталитета, чтобы наше правительство было в изгнании. Насчет Инстаграма, сейчас, секунду. Я вижу сообщение. Алейкум салам алейкум. Знакомство с написано до сих пор 5 так. Я понял, тогда понял, брат. Хорошо. Так. Великая Чечня. Анзор, ичкерийцам лучше объединяться, чем разделяться. Как думаешь? Да, думаю, это правильно. Это я всегда говорю и сейчас повторю, что для одержания победы нужно объединение. Но я не хочу, к примеру, объединяться с теми людьми, которых я сейчас перечислил, которые не искренни в своих намерениях, которые ради достижения своих таких целей, там, достижения власти, да, готовы пойти на все. Анзор, может лучше сказать, как есть, почему ты отошел, пишет Анас. Потому что люди, которые думают о власти больше, чем своего народа. Так. Потому что я захотел. Я уже сказал причины. Потому что я не вижу искренности в намерениях. Вот почему. Freedom Ичкерия. Некоторые поддерживают Закаева, но я не понимаю, как можно его поддерживать, если он разрушил все, что было построено. Пытается разрушить. То предлагает какую-то Горскую республику, то предлагает протекторат, то еще что-то другое. Ну, видно же, понятно, что нужно остановиться на том, на чем стояли наши лидеры. Великие лидеры, начиная от первого президента Джохара Дудаева. Они были намного умнее этого Закаева, намного мужественнее, умнее и благороднее. И насчет Freedom Ичкерия, как ты писал, если он разрушил все. Я вижу, что он собрал возле себя такую кучку, которая делает все, чтобы разрушить наше общество, разделить наше общество. К примеру, те Курочкины, эта парочка из Чехии, как-то начали там оскорблять нас, чеченцев. Называть там джамаатчиками, шариатчиками и так далее и тому подобное. Бородатыми. Вот. Я им написал прямо, не надо нас делить. Не надо нас делить. А сейчас я уже думаю, а может кто-то их подослал.
Так, я уже скоро буду завершать. Просто я хотел донести вот свои мысли, рассказать вот про эту тему. Вот бегемот, Анзор, мой сын Данил, передает тебе привет. Теперь он знает правду. Тоже передавайте привет. Спасибо. Пусть растет здоровым. Сейчас, секунду. Так. Ну вот, еще раз. Я повторюсь то, что сказал в начале, коротко. Цель моя не кого-то там оскорбить, там, не кого-то выставить там каким-то другим-то там плохим. Нет. Я говорю то, что есть. Говорю это прямо. От своего имени, от своего лица. И еще раз скажу, тут есть слухи, которые распространяют закаяться, что якобы я взял какую-то сумму у кадыровцев и так далее и тому подобное. Нет, я не из тех людей, которые будут брать и копейку там, или рубль, или евро у этих подлецов. Вот. И никогда не буду называть Кадырова своим братом, никогда не буду целовать голову кадыровцам. Вот. Тем более вот такие вещи делать, брать у них деньги и так далее и тому подобное. И вот хочу сказать еще раз, что да, действительно, единственный один случай, когда со мной вот так связывались и через посредников, подчеркну, связывались, это было в 2019 году, насколько я помню, в 2020, примерно так. И связывались люди из окружения Кадырова, которые предлагали все. Потом, когда я не согласился на это, то уже пошли угрозы, угрожали моим родным, моим близким. И последние такие угрозы были в марте этого года. Ну что, держим позицию, не сдаемся. Держим позицию, не сдаемся. И в этом деле, там, в деле этого Башира, я никаким образом не участвую. Я знаю, что люди интересуются, им интересно, вот, а что Анзор там, брал ли Анзор деньги у Кадырова, там, у этого Башира и так далее. Нет, со мной никто не связывался, и Анзор никогда не взял бы. Я твердо стою на своей позиции и никогда от нее не отойду. Для меня сегодня больше интересует не материальное, а интересует наша история, память о героях, этот путь, идея, наши люди, наш народ, наша молодежь. Вот что меня интересует. Шамахи, Анзор, где бы ты ни находился, пусть Всевышний бережет тебя. Ты наш брат до могилы. Мой брат, азербайджанец, очень приятно. Пусть Аллах
Всевышний бережет нас всех. Вот. Ты тоже наш брат, иншаллах. Кот бегемот насчет Тумсон. Так, опять пишешь. О, Вайпер. Я не хочу оскорблять Закаева, и вы никогда не слышали от меня оскорблений в сторону Закаева. Я говорю то, что есть. Я говорю то, что люди Закаева, не знаю, по его приказу или по его... Или по его приказу или по его указу совершает такие нападки на мою семью. Я знаю, что единственное, мне передают люди, мне говорят, что это делают родственники Закаева в основном, которые находятся здесь в Европе, живут в Канаде, и там разные такие ушлепки, такие как Ломаев. Нас, Анзор, сейчас как никогда мы нуждаемся в какой-нибудь комитет искренних сторонников. Может объявить комитет по освобождению Чечни во главе Анзора Масхадова. Нет, я сразу же отказываюсь. Я буду рядом лучше. Хорошо, я сейчас уже завершаю эфир. Мне было очень приятно. Решил вот так замять некоторые темы, высказаться. Вот. Ладно, мои братья и сестры, подписчики. Скоро увидимся, иншаллах. Берегите себя. Это самое главное для меня. Еще раз благодарю. И до скорых встреч. Allah reiz kurmasana inti dol işsa dots dīcerna da duktek cadīcerna ca mualdies sato hošso dokuman sadietas harsunaš gušā ca lielošo harsunaš gušā ha somet vekčībain met verlavāts da qieķer dots sobaram do dēļ šiedu ha sato ha sadietša ištašamu. Но дек дал дешметик, что доцек нас люцердаться, иншаллах. Это было на чеченском. Еще раз благодарю. Аллах рейсхун масана. До скорых встреч, как говорится. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.